Что, братцы, всем привет. 10:50 я только вернулся с такой отличной рыбалочки. Ну, как я на многих видео говорил, ребят, жду гостей. И сегодня едет ко мне Андрюха. Не поверите, откуда, ребята, с Америки. Реально с Америки, ребят. Это мой подписчик, давнешний, он смотрит меня давно уже. Дело в том, что супруга у него вот именно с Коми, и вот они в этом году решили приехать сюда к родне. И, конечно, он не теряет момент увидеться со мной и со мной провести время, порыбачить. В районе 12 часов он будет у меня, вроде едет с братом. Собираемся, едем в магазин, собираем продукты, короче, таримся, едем к реке, грузимся в лодку и, ребята, хода в низовье, я думаю. Думал, куда свозить, но решил так, что поедем на то же место, где мы были с Ларисой Юрьевной, потому что рядышком есть сбор. С утра ходим за грибами. Короче, ребят, круто проведем время. Я не знаю, постараюсь Андрюхе сделать все красиво, чтобы ему понравилось, чтобы он кайфанул от всего вот этого происходящего. Также порыбачим на лима, я думаю, на лим поклевывает, я думаю, что-то добудем. Так что, ребят, давайте поддержим это видео лайкосиком. Ну и погнали. Ну что, опять сборы у меня. Я еще толком не разложился, вот чисто просушил палатку маленькую, достал вот большую зимнюю, потому что Андрюха едет вдвоем. Просушил спальничек, все упаковал, 2 коврика. Все, ребят. Короче, быстро все. Здесь также что-то по продуктам, зарядил быстро фонари, все гаджеты. Здесь все, продукты из дому такие. Это еще с той сумочки остались у меня, с той рыбалки. Надо все здесь упаковать, разложить все, специи. Рыбка, ребят, сегодняшняя почищена. Поставь, груздочки маринуются. Вот налим, ребят, с печеночкой чищенной. Окуня с икоркой, лещ. Все, ребят, рыбка готова. Икорка, ребят, грибная. На закусочку пойдет. Сейчас все быстро распакую. У нас в Коми говорят чомор. Ну, когда что-то заканчивают, допустим, вот мы закончили сбор урожаев, это именно картофеля, вот у нас чомор. Неплохо, маленький огородик отлично дал, вообще отлично. Ну, это и крайняя часть, то, что здесь находится. Соответственно, еще огурец свой, морковка, свекла, капуста, кабачки. Ну, вот это еще до самых холодов будет стоять. А вот погода стоит, люди вот отбирают картофель. Видно, везде костры, музыка. Но мы уже здесь маленький участок убрали. Приехали. Здорово, ребята. Ну, долго ждал. Здорово. Привет. Красавчик. Саша, Андрюха, привет. Ой. Что, ребята, обедать? Да. Пообедаете? Да. Борща. То мы можем где-нибудь перекусить, как скажешь. Как только дома. Если где-то перекусить. Или уже дальше поедем. Или там. пойдем уже, да? Да. Как Ну, скажешь. давай. Мы взяли с тобой там. Нет, я же где? Завтра обязательно. Что, ребята, Андрюха приехал, разгрузились, переоделись они.
взял бензин, сейчас заправлюсь. Они разгружают вещи. Это получается брат у жены у него. Так что будем знакомиться. Но пока сейчас заправлюсь, подъезжаем и гружусь. Добрались, вот шмурдяк наш. В принципе, ничего тут не изменилось. Вот дровишки, то, что я пилил, костровища, вот пеньки мы здесь сидели. Оставляла здесь морковку. Да, морковку, молодой кабачок. Так до сих пор все и висит. Отлично. Так, ребята пошли за дровами. Ну а мы, наверное, поставим палаточку. Отлично. Работа идет. Че, Андрюх, сюда прям закидывай. Потом так и будем доставать. Человек с Америки, да, вот. Я, конечно, познакомлю вас сегодня на камеру с ним. Пообщаюсь, кто что скажем. Ну, все хватается, вообще молодец. Там уже остальные не пиленные. Да, я, Андрюх, там немного там. Влажновато. И что, на ночь, чтобы нам хватило. О, красота. На этом месте мы палатку и поставим. Вот здесь, в принципе, место уже готовое. Шишки я тут убирал. Все протоптано. Отлично. Познакомлюсь с девчонками, ребят, нашими сегодня. С кем мы будем сегодня отдыхать. Это вот голов 30 коров. Это здесь рядышком село. И тут дикое пастбище, так скажем. Будка есть, пастушок. Вот они так на диком поле и пасутся. Так, нам вход надо туда, да, получается? Ага. Разворачиваем вход. А, и все, и по краям получается просто. Да. Все, сейчас он только вот эти растягивает. Ага. Ну что, дом готов наш. Отлично. Ветра вроде не обещалось, так что утяжки не будем ставить. Все, лагерь готов. Так, это туда. Опа. Завтра, Андрюха, сходим, я тебе покажу грибной рай. Фига дров наволотил, слышишь, Андрюх? Мало? Отлично, куда? Это же бревна. Ты как будто не в Америке живешь, а этот как раз у нас на севере, блин. Так, ладно, что, достаем шмурдяка. Сань, держи. Ага. Так, это червячки у нас. Сразу доночки. Давай. Ой, как красиво, и запах страшный, вообще просто класс. Если что. Я понял. И еще есть такая, Стрелялка, знаешь, да? которая классно, можно в конце, знаешь, Что, да, лупанем одну? Конечно, давай, вон, пожалуйста, конечно. Что получается? Она как вкручивается, да? Ты просто вкручиваешь ее, да? Нет, сначала не нужно заряжать. Зачем? Сначала вкрути. Угу. Просто можно одно. Да, можно две. Ну вот все.
Только она летит, ракетница, она не просто звук. Да? Да, лучше не в лес, лучше в сторону речки. Давай. Че, просто свожу, отпускаю? Да? Да? Ой, нифига. А прикинь, ночью какая красота. Вот, давай ночью, Андрюх, слышь? Да, конечно. А потом... Ну чё, за прибытие. Туалетная бумага. Картофан молодой. Место классное, да, ребята, я говорю, вообще здесь просто кайфовать можно, блин. Не то что рыбачить, а кайфовать. И грибочки. Комары прям сходу живут, они даже не боятся. А тепло, видишь, Андрюх, из-за этого. Обычно руку дернешь, знаешь, они летают. А тут он просто присосанный, он даже, блин, не отъезжает. Падать резанул, хороший нож. О, стреляют. Охотники? Угу. Ну что сегодня так палят? Вон троем, наверное, с 5 зарядок сидят, блин. По уткам думаешь? Да, там старится недалеко. Долбит. Я тебе, кстати, в магазине оставлял сибирилки. Да, Да. Лариса Юрьевна, да. Резанул. Нифига они там, бедная утка, блин. Вообще просто. Просто ей шансов не дали вообще. Никак. Сашка нас там попала. Фига себе. Серьезно, блин. Что, может мы сначала 50 грамм, потом сигарку? Да, конечно. Около. Конечно, Андрюх, ты что? Так. Ух, нифига себе, у тебя наборчик. Так, Андрюх, тут. На все случаи жизни. Какую кому? Желтую, красную? Без разницы. Без разницы. Не принципиально. Ну, не в этом. Опа. Пробуем дальше. Ну, типа французский. Но все-таки. Блин, не знаешь, как даже натуральный, не натуральный. Ну, знаешь, как если привозят. Угу. Я по 25, мы же никуда не спешим, так? 100%, конечно. И потом вы на коньячке, я просто попробую. А дальше я по водочке, а вы, ребята, отдыхаете. Блин. Что, сильно, Андрюх? Да нет, все. У меня есть, Течет, у меня все есть этот, как его, пластырь. Если- пластырь, да? Вот, я бы наклеил потом. Все. Сейчас сделаем. Давай сначала 50, что это пойдет, это же. До свадьбы заживет, да? Это грибы, да? Андрюх, это грибная икра. Пробовал такое, не пробовал? Нет, конечно. ни Это, разу. короче, грибы с жареным луком, с морковкой, перекрученные мясорубки, вареные, жареные грибы. Белые? Или Белые. просто микс? Это микс, да. Ну, картофан молодой, что, сам Вообще понимаешь. просто, блин. Ну, это такая штука прикольная. Ну, для закуски, да, вот она. В принципе, потом банки маринуем, и, допустим, зимой можно Для сделать, зимы, да? сделать пирожки с грибами, понял, да? Ну, вот такая штука. Давай. Андрюх, спасибо Давай. тебе большое. Ты Давай, просто ребят. красавчик. Респект. Добрались? Андрюха. Отлично. Давай, Андрюх. Я тоже рад тебя видеть вообще, конечно, блин. Конечно, я вообще в шоке, блин, знаешь, так. Андрюха, Лариске звоню, она говорит, тебе, говорит, тут люди приехали. С откуда? Я говорю, блин. С оттуда, говорит. Я говорю, да ладно, как это вообще? Что это? Говорю, блин.
Я вообще в шоке был, конечно, блин. Ну вот, типа, потом ты позвонил, и мы решили с тобой вопрос. Молодец. Спасибо Давай. тебе. Давай, будем. Да, будем. Я тебе обещал, Андрюха, мы поймаем налима, я тебе сделаю его, и ты его попробуешь, понимаешь? Ты вот, там печень будет небольшая, вот такая, возможно, да? И ты вот ее съешь, и ты скажешь, и ты закусишь водкой вот этой. Потом что, я поплыву, блядь, туда на тот берег, блядь, искать? Да не, слышишь, это же Да не, я это не шучу, Виагра Андрюха, же, Андрюха. я понимаю. Это чисто, знаешь, так, преубеждение, так скажем, просто. Это как мы, когда устриц хаваем. А, Ойстеров. Да? Устриц, когда хаваешь, тоже, типа, в них много железа. И, типа, у тебя организм, короче, бывает, у тебя стояк. Ага, Устриц да. считается. О. Во! Вот сейчас все четко, правильно? Все четко, да. Давайте. Андрюх, я тебе говорю, приглашаю тебя в гости. С визой Блин, нужно помочь, не вопрос. Перелет вообще не вопрос. Прилетаешь, там все будет по самому шикарному уровню. Хорошо? Блин, Андрюх, спасибо, конечно, блин, я вообще подумаю на эту тему. Блин, знаешь, тебе я вообще 100% с удовольствием... говорю, легко. Ты знаешь, я на самолете ни разу не летал. Да ладно, Мне 30 лет, я ни разу на самолете не летал. тебе понравится. Бля. Это круто. Я вообще тебе говорю, я на самолете не летал. О чем тут говорить, понимаешь? Ну, Блин. вот так. Вот Смотри, так. все впереди. У тебя жизнь только начинается, ты же понимаешь. Ну, понятное Все, дело. что ты делаешь, это нет никакого лимита вообще ни в чем. Все реально. Вот что ты себе поставишь, главное поставить правильные планы. Потому что если ты поставишь план такой мелковатый, вот оно у тебя и будет. Я Поэтому понял тебя. чем дальше ты метишь, я хочу полететь в космос. И я реально, я думаю, полечу как турист. Просто я хочу вот этого. То есть, знаешь, планы должны быть заоблачные. Ну, у тебя уже в натуре заоблачное, слушай, тебе Но- скажу. Космический вот. А знаешь в чем? А почему нет? Угу. Что меня нахрен остановит? Ну, в принципе, Я да. работаю как папа Карло, да. Мы развиваемся, мы растем, мы тоже делаем свои, как sacrifice, свои, ну, что-то мы, как сказать, когда, блин, я веришь, я думаю по-английскому сейчас, на английском думаю, Да не- фичу, и на румынском даже думали. Когда ты что-то от себя Планируешь? даешь, ну, когда ты вот с женщиной, и ты должен от себя отпустить что-то, как это сказать? То есть на компромисс какой-то пойти, Но да? все. И то есть ты от себя даешь. Вот то же самое у меня. Это не так, что у нас все конкретно. Конкретно я что-то даю. Конкретно. То есть это такая система. Но, блин, я просто, опять, благодаря родителям, наверное, мне говорили, блин, все возможно. Нахрен. Если тебе скажут, что небо, вот это вот самое высоко, нет, за небом есть еще дальше. Ага. И вот благодаря этому, наверное, я вот, ну вот у меня вот эта вот фигня, я хочу, я постоянно. Я всем говорю, что все возможно. Вот кто бы человек не думал, вот как ты поставишь себе лимит. Поэтому, Андрюх, не ставь себе никаких лимитов, реально. Мы с Ларисой Юрьевной вместе, вот берешь и вот, дорогая, вот у нас все возможно, у нас все будет. И это все-таки будет. Да, Андрюх. Громкий слов. Давай. Давай от души. В Америке есть определенный стресс, потому что ты постоянно должен работать. У нас нет такого, ты когда не работаешь, не то, что ты не зарабатываешь, а ты понимаешь, сколько денег ты теряешь. Угу. То есть не в том, что ты, ой, я не пойду там не заработаю там $100, грубо говоря, а я не заработаю, я потеряю 500, потому что типа я бы мог заработал больше. Вот такая фигня. И в Америке просто все работают. Если кто-то тебе говорит, что у него нет работы, он просто ленивый. Угу. Там куча всего, блин. Сейчас этим карантином, блядь, всем денег она раздавали, блядь, Андрюха. Я понял. Понимаешь, у нас сейчас пособие по безработице $1000 в месяц. Это, Это на, сколько? 75 тысяч. это на наши деньги 75-76 уже, да? Да. В месяц. Пособие по безработице. Да ты че? Когда, отвечаю, 75 кусков. да, ты сидишь дома, не работаешь, тебе дают 75 тысяч. Просто на счет приходит. Когда был долбанный карантин, они подняли еще плюс $2400. То есть 400 тысяч было. Им платили людям, кто не работал, 400 тысяч. Просто приходят деньги на счет. Вот тебе просто приходят дзынь, дзынь. Ну, я понял. У нас понедельно, у нас не помесячно, у нас понедельно. Да. И у нас люди зарабатывали наши $273, а им в ковид давали $873. Ах, То есть они получали, получается, примерно где-то, блин, почти 100 тысяч в неделю. Просто за то, что они работают. И началась такая проблема. Люди не хотели идти работать. То есть была работа, вот, например, у меня в компании. Я раньше платил $20 в час. Люди зарабатывали $800. А теперь они сидят дома, зарабатывают 873. Я им даю $1000, потому что мне нужны рабочие. Я все равно заработаю, так как бы, знаешь, процент и так далее. А знаешь, что мне говорят? Я за $100 не буду работать. Я говорю, нет, подожди, ты не $100 зарабатываешь, а ты 1000. Да, но я-то уже получаю 870. Угу. И было сложно найти рабочих.
Нифига себе. Серьезно тебе говорю? Ну вот ты с этим, как бы, то, что ты, как бы, у тебя есть своя движуха, да, свое Да. дело, и ты с этим коронавирусом, как бы, да, ты немножко Все там, отлично. ну, ты не пострадал, получается, Нет, нормально все, да? наоборот, лучше. Нам Да. государство дало столько денег. А, Нам просто, блин, накидали столько на счет, ты просто думал, блядь, куда их потратить. Но еще такая фишка. Мы занимаемся алкоголем. А алкоголь как продавался, так и продается. А все дома сидели, все бухали. да. Мы также нормально. У нас строительная компания. Все, кто занимался строительством, они дальше так и занимались. И еще люди дома сидят, еще деньги приходят на счет. А давай я сделаю там новую кухню. Ремонт. А давай я сделаю ремонт. Поэтому не пострадало. Всё. У меня пострадала, у нас есть страховка, страховая компания. У нас пострадала, потому что у меня было 5 человек, ушли 3, осталось только 2, потому что зарплата не позволяла. Им больше получали по безработице. И транспортная компания. У нас есть дальнобойщики, траки, все. И получилось, что шофер раньше получал там 1200-1300, но сидит дома, ничего делать, зарабатывает 800, ну 900 долларов, 873. И получается, вот это вот пострадало. То есть транспортная и страховка. А строительство, бухло просто как было, так и осталось, и даже лучше, наверное. 873, это 100 тысяч рублей, да? Да, Денег. примерно. А у нас 10 тысяч рублей люди получали. До безработицы? Да. В месяц. А у нас в неделю это. У нас зарплата считается в неделю, не в месяц. Андрюха, в Это неделю. просто пиздец, нахуй. Так, сейчас, Андрюх, посмотрим, что. Опа. Так, ребят, ну что, мы отлично вообще перекусили тогда, Андрюх. Да, Перекурили. Андрюх, вообще просто красава. Так, мы сейчас займемся снастями. И после последней, ребята, рыбалочки оборвался. Так, 140. смотри, 140 максимум у меня. Андрюх, смотри, у меня вот, смотри, доночка. А на сколько это? Блин, на Это 160. самодельная. Я понимаю, на сколько вес? Грамм 150, 160, 170. Блин, в потому целом вот что так. у них не было 140 вот максимум. Вот. Простой мотовило. Ты, наверное, видел? видел, конечно. Да, вот. 2 поводка грузила и, соответственно, вот мотовилка. Вот доночка вон. Получается, то, что мы сегодня будем рыбачить. Сейчас мы, соответственно, будем делать донки. Так, ножик. Здесь есть груза. Вон, Андрюх, плавлю сам, получается, с ложки. Ну, сам знаешь, да? Да. Это вот обычно. На 50 ты сказал? Я взял на 50. На 5, да? Пятерочка? Да, на 5. Все, отлично. Сейчас будем вязать доночки. Я взял 200 метров, 4 донки по 50 метров. Угу, все. Это много или мало? Нормально. Вот такие заводские. Сколько стоит это такая интересная? 40 рублей. 40 рублей, да? Да. Заводской. Да. Угу. Херня полная, наверное, да? Фига себе. Такое. Короче, вот это все там 3600 получилось. 3600 Да. денег. Да. Но мы взяли себе эти вот, потому что, блин, у нас уже, мы порвали дофига. И хотелось вот именно маленький. Так, хочешь, может, фильм покидать немножко, да? Нормально пока? Так, сейчас я одену кофту, ну его на... Вот крючки, то, что есть. Отлично. Так, это не подойдет. Ну, вот, в принципе, нам хватит. Вот крючки я взял разные, Андрюх, потому что я не знал, какие. Вот. Я взял маленькие и большие. Вот, Андрюх. Нормальные, да? Самое то, что не наесть на леме. Отлично. 5 часов. Все, огонь. Андрюх, я зашел в этот, как рыболов, этот сервис, и, блин, мужики посоветовали, как бы, ты понимаешь, я не знаю, поэтому как бы я... Ну, ты, говоришь, Данила видел, да, там? Да, видел, да, парниша, я купил у него костюм, я купил у него рюкзак, я купил у него там кучу Да? вещей, да, поджопники, там дофига всего купил, да. Угу. Ну, Но четко. я видел у тебя его парня, говорю, Ну вот, хитрым конем, ребята, у нас 4 доночки сегодня. Вот прям новые. Ну, прям ничего не говорю, то что вот мои вот такие деревянные. Сегодня пластмасс у нас будут. Ну, будем смотреть, ребят. Андрюха должен поймать на лима сегодня. Я думаю, мы сделаем это. Так, наживка, что у нас, ребят, червяк? По червю сейчас посмотрим. Ну, у нас, в принципе, штук 400 есть. Я думаю, нам достаточно будет сегодняшней рыбалочки.
Сразу землю убираем, чтобы не было возни лишней. Насадка так насадка. Все четко. Все, мы готовы, в принципе. 600 час, да, ребят? Ну что, мы сейчас по 50, наверное, еще. Слышь, Андрюх, скажи, как его тост на английском. На английском? Да. Ну давай, то, чтобы он такой не особо большой был, ну и такой, знаешь, да пускай ребята переводят. Есть такое? Сейчас, дай смекну, чтобы именно было такое рыбацкое, знаешь. Я могу просто сказать, как красивый тост, типа, Да, как да, на конечно. английском, Да. типа. Пускай ребята переводят. I wish everyone to have as a good day as we have right now. Good fishing, good health, be happy of what they do. Everybody has their own choices, and I wish everyone to be as happy as we are in this moment. And remember that everything is possible. Cheers. Все, я понял. Я понял. Что такая ситуация? Примерно вот так. Немножко обматываем. И протягиваем. Все. Протягиваем лесочку. Угу. Да. Да, немножко. О, все. Дальше. Бери второго также. Да. Еще раз. Вот он, куда он лезет. Вот. Так, ладно, что, фонари, ребята, раздавать, а не показывать. Фонари раздавать, а не показывать. Так, это у нас на улицу. Это мне. Так что, да, сегодня пьяная вечеринка. Вот так вот поставили немного донок на налима. Ну, здесь помните, ребят, да, доставал. Так что посмотрим на сегодня что-то как. Отлично. Ну, ребята молодцы. Ого! Вот это хорош. Вот это костер. Прям то, что надо. Да, Андрюх? Да, прям кошерно. Ребят, ну, дело продолжается. Да? Мы, короче, сидим на углу тайги, получается. У нас маленький костерок. Андрюха сегодня занимается кухней. И сегодня у нас, ребят, мясо, брат? Мясо, говядина. Будем делать стейк. У нас же в Америке стейк и бургер считается наша еда американская. И у нас, кстати, очень классно готовят стейк. Когда я приезжал каждый раз в Россию, единственный ресторан, где мне понравился стейк, где мы кушали, это было «Северяне» в Москве. Там стейк был просто сказка. Мы попробуем сейчас повторить это. И, в принципе, говядина можно и так употреблять. Мы добавим немножко соли, кавказских специй, которые Андрей разрекламировал. И посмотрим, что из этого выйдет. 5 минут маринада, хороший костер. 2 минуты с одной стороны, 3 минуты с другой. И у нас будет medium rare steak. Давай, Как в брат. лучших домах Чикаго. Лондон и Парижа, брат, мы так называем. Отлично. Вот, ребята, у нас поклевка уже. Андрюха, иди сюда. Да? Иди тащи налима. Походу налим. Налимчик? Угу. Ждать? Бубенчик сними. Да, поклевка хорошая была, налим его вроде. Да, да, все, потекай. Оп. Есть? Что-то есть? Давай. Потаскивай. Бодается. Потаскивай, Андрюх. Держу, чтобы напряг было. Давай, Андрюх, красиво делай. Ну там чувствуется, бодается. Катушка большая, Андрюх, так что можно. Нормально. Ага. Да, есть налим. Андрюх, доставай. Опа.
Вот первая налимашечка. Так, Андрюх. Ну прям малыш. Да, небольшой. Прям вообще. малыш. Отпускать будешь, Андрюх? Отпускать будем, пусть заводят мамку с папкой. У нас Давай. еще есть удилища, готовые к ним. Давай. Братка, Ну давай, вот выход успокойся. на Лима, слышишь? Спокойно. Ой, очень, Малыш. очень сложно, Андрюх. Глотает очень страшно. Очень страшно, прям глубоко. Да, очень Да, глубоко. нужно... Боюсь разорвать ему рот. Нужно щипцы или что-нибудь, потому что разорву рот. Да? Да. Все, понял тебя. Если ты можешь, может быть, ты вытащить как-то профессионал. Но Сейчас попробую. он глотнул хорошенько. Самое важное в приготовлении мяса — это душа. Если ты влаживаешь душу в свое мясо, у тебя мясо будет с душой. Поэтому. Так, мы подогрели сетку, мы немножко почистили. И теперь мы ставим мясо. Оно будет сразу начинать готовиться, потому что сетка горячая. Нужно это брать в расчет. Есть. Вот так, чтобы все было красиво. Слушай, Андрюха, ты сегодня готовишь на берегу Сысола, слышишь, в углу тайги, по идее. Допустим, как вот давно ты делал еще мясо и в Америке и так далее и тому подобное? Мы часто выезжаем на природу куда-нибудь. Нам нравится кемпинг, разные парки национальные. У нас очень много это развито. Последний раз мясо мы готовили перед отъездом, наверное, в Висконсине мы были. И да, мы шашлычки делали буквально 3 недели назад, как раз перед отъездом. Кстати, я поймал первого своего баса именно на лягушку. Лягушка, которая офсет, которая типа, искусственная. Я понял тебя. Закидываешь в камыши, она прыгает, ты ее ведешь, и бас выпрыгивает огромным ртом и хапает. У меня даже фотки есть, я вам покажу. Отлично. Да. Блин, молодец, слышь, Андрюх. Ну ты красавец вообще, слышь. Двигаешься, да? Конечно. Четко. Никогда на месте, нужно всегда что-нибудь делать, что-нибудь куда-то идти. И мы стараемся. Так ты на Лиму уже поймал, слышь. Ты уже на север приехал, на Лиму уже ловишь. Как мой папа говорит, движение — это жизнь. Правильно. Если ты остановишься на месте, то конец неизбежен. А если ты постоянно двигаешься, что-то делаешь, то если долго мучиться, что-нибудь получится. Красавец, Андрюха. Я тебя поддерживаю полностью. Вайбере, Молодец. наверное. Вот мой партнер Дима, как раз когда я был, семгу словил какую. И вот, Семгу? да, семга, Это лосось. в каком районе? В Лейк Мичигане у нас, вот смотри, какую рыбку они словили. Вот это наш трак, EcoBuild, наш Construction. Это наша Тесла красная. Это наш Project Manager на строительную компанию. Это Дима, мой партнер, это его жена Джеффа. И вот они рыбку ловят у нас в озере Мичиган. Нормально вообще. Нифига себе. Слушай, Сейчас Андрюх, я тебе покажу. Вот мы здесь на лодке отдыхаем с детьми, с моего партнера. Но сейчас я тебе покажу рыбку. Вот. Мы начали ловить таких. У нас в Америке есть такая рыбка, как sunfish. Это типа как окунь или как карась, который везде живет. Но он, в принципе, маленький. А вот бас, которого я словил. ну это бас, да. Да. И вот мы на лодках были, и мы Ребят, словили бас. тестируем мяско. Прожарка, Андрюх. Medium rare. Многие не поняли, но я просто показываю, ребят, о чем речь. Вот она хлобычет, то бишь здесь есть кровиночка немножко, в оконцове она прожарена. Здесь то же самое. Это Андрюх, не полная прожарка, правильно? Полная прожарка, это средняя прожарка. Средняя прожарка. И мясо получается очень сочным. Ты даешь ему остыть, и оно получается просто тает во рту. Ребята, она просто мягенькая. Потащи, не бойся. Есть, в карман. Все, давай. Все, брат, твой. Да. Давай, погнал. Подсек. И ты тащи. Ну-ка, Давай, опа. тащи. Чувствуется? Есть? Есть, да. Подтаскивай. Сань, Налимашечка. давай, подтаскивай. Просто смотри. Качай. Вот. Подтаскивай, качай. Подтаскивай, Вот, качай, качай. Вот так.
Давай, давай, посмотрим, что там достаешь. Есть налим, да? Что-то есть. Есть, да? Ну все. Выматывай тоже быстро, как только отстаешь. Вот. Все, подожди, уже потаскиваешь. Давай аккуратно. Может щука, может ясь, может лещ. Серьезно? Конечно, без проблем. До осени, ребята. Не вижу ничего вообще. Все, потихоньку тащи, вытаскивай на берег, Саша. Поднимай. Вытаскивай. Давай, 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 вытаскивай. Опа. Опа. Есть, Саня. Фига ты, Саня. Красава! Давай Саня. питос. Саня. Налимяха твой. Давайте фоточку. Давайте, давайте, сейчас сделаем. Вот твой налимяха. Первый. Все? Да, Да, красавец. все молодец. сделали. Нормально вообще. Доброе утро, страна. Ну, дали вчера. Такая жесть. Идем за грибами. Ну прям попробуй. Она такая в сырых местах растет. Четкая. Ну там Кислая? косточка есть. Кислая, да. Ну как клипку? Да. Там на тропиночке у нас боровой стоит. Ну, он такой уже большой. Еще нашли мы борового. Здорового. Андрюх, прям белочки можно его. Смотри, какой каравай. Охренеть. Сань, смотри. Нифига себе он вырос. Это как так возможно, блин? Вот это да. Смотри, дура. Еще мощный, да? Ну что, ребят, мы добрались вот до борика такого. Бор небольшой, 500 метров, 300 в ширину. Смотри, Андрюх рассказывал, вот, короче. Вот тропинка идет прямо по центру. Бор режет, тропа. Мы сначала по одной крайне зайдем и вернемся по другой. Вот смотри, здесь тропинка, там окраина бора. Там уже там такой густо-густо. Мы сейчас, смотри, будем как. Ты у нас по центру, Саня край тропинки, я буду край вот той штуки идти. Мы просто будем между собой общаться, видеть друг друга и будем брать гриб. Все, Ты заметил, я заметил, все отлично. Вот так и начнем. Все, я иду в край. пакет Пакет, ножи. Держи. есть? Да, ребят, корзинок у нас нету, будем брать пакеты. Так что, да, все, у меня сумочка. Смотри, вот молодой красноголовик. Вот смотри, как он выглядит. Вот это красноголовичек. Вот такие грибы вот молодые будем брать. Сильно крупные не будем брать. Возьмем чисто молодых вот таких грибочков. Всё, понял. Вот молодые. Вот это примерно ему ночь. Ну, может, да, за ночь, грубо говоря. Андрюх, я второго нашел. Ох ты. Блин, ребят, чистые, смотрите какие. Кстати, у нас вроде вторая волна пошла грибов. Так что, я думаю, завтра рвану за белыми. Будем боровиков собирать, искать. Вот стоит еще вроде. Андрюх, я еще одного нашел. Еще один, ребята. Нашел, да? Да, вот. Это вот, что ни на есть, красноголовичек. Вот такой красавец. Ребят, грибов просто немерено, походу. Вот вторая волна у нас вышла. Можно прям камеру не выключать и идти просто в онлайне собирать. Ну, соответственно, вот там стоит, смотрите. Здесь стоит. Круто, чистые. Можно просто камеру не выключать и собирать. Единственное, то, что видео получится длинное. А так прям огонь. Ох.
Ну вот, вторая волна. Наверное, прям можно на пару дней съездить по грибам, кайфануть. А там, смотрите, что творится, ребят. Ёк-макарёк. Здесь у нас тоже два красноголовичка. Этот большой мы белочкой оставим. Вон ребята тоже косят. А что на окраине творится, ребят? Ух, можно в бор просто не заходить, по краешке идти. Смотрите. Ё-моё. А нет, нашел своего. О, шляпку сломал нечаянно. Пускай стоят. О, нифига себе, здесь-то рядом стоит, ребята. Вот это да. Да. Вымахали. Смотрите, косят, только косят. Жесть. Что там, Андрюх? Ого. Боровичок, да? Смотри на окраине. Не, это крутой. Крутой гриб, ребята. Ох ты какой. Чистоган, Андрюх, смотри. Четко, молодец, нашел. Вот боровик, с него жареху и будем делать. Тоже надыбал, да? Смотри. Во, вообще огонь. Ты домой повезешь что-то или это? Блин, если будет их много, то можно, конечно. Да? Ну все. Отлично. Тогда себе. Ребята, я не знаю, показывать, не показывать, но это просто что-то тут творится страшное в лесу. Да, бомба, конечно. Вон там еще стоит. Жесть. Но я все равно радуюсь, ребят, понимаете? Потому что для меня это приятно, когда вот здесь у себя под боком такое чудо, такое счастье. Для некоторых, конечно, это неописуемо, но мы живем здесь и как бы, как, ребят, объяснить? Да, вон там, смотрите, два. Я говорю, просто собираю в онлайне, ребят, я камеру не включаю. Просто идем и косим. Просто идем и косим. Просто идешь и косишь, мать его. Андрюх, как дела? Отлично, я еще белых нашел. Да ты чё? Да, и пару Блин, я тоже уже наковырял нормально. Решили немножко убраться тоже. Что, идем налегке. После грибников остаются бутылки из-под воды, что-то еще. Все берем. Саня уже 2 штуки он нашел. Красавец. Пакет есть. О, 2 штуки стоят прям здесь. Еще малыш. Так. У нас здесь стоянка. Здесь ягоды хорошо собирают. И вот. Все свежее. Костер, кстати, он есть. Был, точнее. Попили. Покурили. Зараза, блин.
Ведерко нормально, можно оставить под теплушку, чтоб ягоды собирали. А так вот, пообедал, выкинул, блин. Сань, давай высыпем, посмотрим общий результат у нас. Потом перекложим. Маленьких таких давай пожарим. Шикарно. Сюда, да? Да, вон на коврик. Опа. Опачки. Смотри, беленький. Ага. Вот таких мы, наверное, вот таких малышей пожарим. Так еще у Андрюхи. Вот так. Ну что, слышь, неплохо, да? Да. Что мы там? Здорово. Минут 40 гуляли. Да. Все отлично. Вот, ребят, смотрите. Огонь просто. О, отлично. Андрюх, лучок почистишь? Я грибами займусь. Да, сейчас. Ага. И чесночка, наверное. Одно зубчик. Два, наверное. Опа. Да, картошка у нас есть вареная, мы ее добьем. Что, Сань, давай таких самых малышей, наверное, да, пожарим? Да? Как в ресторане? Да. Давай. Вот, прям вот так, шляпку на 4 части. С лучком. Маслица. Прям пожирнее вот так. И все на огонек. О, здесь отлично у нас будет жариться. Да, в термо положим. Как раз полная, наверное, будет, слышишь? Единственное то, что знаешь, как можно вот так уложить, Ага. чтобы место было побольше. Ну, Большие да, или длинные. Не, большие. Честно. Да, такие оставь. Ну, Чтоб красивые, чтобы да. были. Сейчас вот достаешь ее. Не, Ой. лодка мощная, лодка где-то 100 тысяч, он говорил, стоит. Она супер-пупер на 6 человек, там ты что, она вот широкая такая. Ага. Вот, смотри, крабы. Oh, that's a nice one. Видишь, какая она широкая, здоровая Я лодка. вижу, да, теперь сейчас я понимаю. И два мотора, один бензиновый, другой электрический. Чтобы на электрике есть озеро, где нельзя заходить на электрическом. Вот, смотри, крабы. Мальчиков берем, девочек выкидываем. Да. Да. И потом их нужно там мерить. А чем отличаются мальчик и девочка? У них там такая штука, когда на живот переворачиваешь, тоненькая или толстенькая. Толстенькая мальчик, потому что девочки как раз икру дают или там что-то мечут, и нельзя было тогда их брать. А осенью, когда вот мы сейчас поедем в Орегон в ноябре, то можно было уже брать. Можно. Видишь, ляжка курицы просто внутри. Нифига. Да. Ну ничего, свежее, не тухло, ничего. Нет, все свежее. Ну, понятно. И вот ты закидываешь. Прикольно. Сейчас. Да, отлично. Крабов наловили, смотри. Вот видишь, эта вот штука у них на животе Всё, такая. Вижу. Длинненькая и худенькая, а у тех, наоборот, толстенькая и широкая. Вот в чем разница. Угу. Еще, Андрюх, знаешь, что прикольно? Со сметаночкой. Ну. Да, можешь прям туда, можешь на хлеб. Мазать на. Да, и вот очень вкусно. Свежие грибы. Картофан тоже молодой. Ну-ка, ребят, попробуем. Сам что там замутил. Ничего, я тебе скажу, отлично. Подгорело немножко. Да,
пока фотографии смотрели. Я считаю, что нормально. Да нет, все нормально. Вниз ее. И домой. Ну что, место чисто за нами. Все, мусор догорает. Пятишечку с-под воды оставили. Здесь, ребята, картошка, морковка, кабачки. Охотнички, если заезжаете, будет для вас суточка, если приготовить, шурпа отличная. Прям все для нее есть. Лук, все, ребят, оставил. Пеньки мы не попалили. Все, шикарно. Спасибо месту. Ребята вроде довольны. Самое главное. Да, одного дня мало, потому что надо ей пообщаться. И выпить, и закусить, и порыбачить. На рыбалку времени вообще абсолютно не хватает. Осень уже, световой день короток. Вроде Андрюха довольный, самое главное. Все, ребят, мы грузимся и на хода домой. Вот такие гости у меня были далекие. 10 тысяч километров расстояния. И свиделись. Отличные ребята. Андрюха, огромный привет тебе, семье твоей. Молодец. Правильно двигаешься. Красавчик. Много чего интересного рассказал, много чего показал. Вообще, ребят, ну просто, ну это достойно. Да, конечно, мы в основном отдыхали, но одного дня мало. Человек тоже заряженный. Разница во времени сейчас получается в Америке. Ночь только начинает расцветать, ему надо за компьютер, работать тоже. Ну, понятное дело. А так, в целом, ребят, классно, здорово. Много напутствий сказал, есть к чему стремиться, так что здорово вообще. Приехал с подарками мамке, мне. Сейчас покажу, ребят, что подарил. Вообще, в целом, здорово. Блин, я в целом вообще доволен, то что такое общение, мировое общение на самом деле, потому что ну, это не с России, это с другой страны вообще, и понятия в жизни разные, и мне очень полезно, я очень кайфанул просто от того, что я с ним общался. Так что, ребят, давайте жить дружно, так скажем. Отлично. Вот такие подарочки, ребята, он сделал. 3 спа-жилета Ларисе Юрьевне, Кире и мне, пожалуйста. Четко, ребят, двухсторонние. Можно в камуфляж одевать. Спасибо, Андрюха, от души.